Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем опять на Таро. Вечерние такие погадашки за моим столиком приятным рабочим. И тема сегодня, что мешает вам быть вместе с загадным человеком, и сможете ли вы эти препятствия устранить. Естественно, это гадание на одну позицию. Раз я лицом, у нас с вами идет как будто бы индивидуальная консультация. Вы ко мне пришли погадать. И сейчас мы с вами погадаем, да? Хорошо, давайте сдвигать. Раз, два и три. Что на дне колоды? Ух ты! Смотрите. Карты здесь показывают двойку жезлов, а это значит, что идет некий выбор в этих отношениях, и идет ситуация, когда у человека, состояние как будто между прошлым и будущим, может быть, да, может быть между вами и кем-то еще, может быть между вами и своими жизненными обязанностями, работой. Вот такое ощущение всегда, что для этих отношений нужно поставить, по сути, новые цели. И только тогда двигаться дальше. Сейчас действительно может быть какое-то затишье, там, я не знаю, да, какая-то небольшая пауза, заминка в этих отношениях. Что мешает быть вместе, и сможете ли вы устранить эти препятствия, то есть мы вот это и будем разбирать, да, потому что у вас, не знаю, как будто бы какая-то пассивность в этих отношениях. Давайте посмотрим карту отношений саму по себе, какую колода выдаст для вас. Тут у нас, значит, карта суд. Видите, карта отношений – это суд. Что могу по ней сказать? Во-первых, она всегда говорит о том, что это кармические отношения, это судьбоносные отношения, и это отношения, в которых возможна реабилитация, в которых высшие силы играют свою роль, и, может быть, даже по независящим от вас обстоятельствам здесь возможно улучшение отношений, их восстановление, и они могут продолжаться, вы можете быть вместе. Но вам, допустим, сейчас кажется, что это нереально невозможно, да? Что, допустим, какие-то есть непреодолимые препятствия. Что человек к вам чувствует? Что он чувствует? Так, мы здесь видим королеву кубков. Карта показывает, по сути, любовь, нежность, заботу, желание быть вместе с человеком. Дальше мы видим, значит, у нас восьмерка мечей. Видите, человек это все в себе закрывает. То есть, с одной стороны, он испытывает к вам нежность, испытывает к вам любовь по королеве кубков, да? А с другой стороны, он считает, что он не может это все показывать, он не может это все являть этому миру, являть вам по каким-то независящим, мол, от него причинам. Хотя вы знаете эту карту восьмерку мечей, да? Она всегда показывает, что человек, наоборот, сам чинит себе какие-то в жизни препятствия и сам закрывает себя и испытывает какие-то комплексы, да? Дальше мы здесь видим восьмерку кубков. А восьмерка кубков, она всегда показывает, по сути, вот тут осьминог, да, у него там очень много кубков, да, в лапках, там, в этих щупальцах. Она всегда показывает, что человек живет не в своей среде. То есть сейчас вот того, кого вы загадали здесь, да, его мучают действительно какие-то внутренние переживания о том, что он всегда все это время был как будто не на своем месте. Как будто бы он еще счастливо не жил, и что счастье ему нужно искать, а он не может этого сделать, потому что он буквально по рукам и ногам связан. Человек, скорее всего, внутренне слабоватый. Так получается, надломленный. Хорошо, давайте посмотрим здесь его мысли о ваших отношениях, да? Что он думает? Так, мы здесь видим четверка пентаклей, да? Я перевожу немецкий, сижу. Четверка пентаклей. Карта показывает, что у человека, возможно, ограничены финансовые ресурсы в каком-то смысле.
И он понимает, что мало того, у него есть в личной жизни некоторые проблемы, есть к вам чувства. Он не знает, как все это уместить в свою жизнь. Есть еще момент финансовых проблем, трудностей, каких-то сбоев, может быть, в жизни, когда ты зарабатываешь, но выше какого-то потолка никак прыгнуть не можешь. Ну, то есть он себе придумал еще и ограничения в плане финансов. Так, мы видим, что у него есть два варианта ограничений. Да? Ограничения в личной жизни, мол, не могу жить так, как я хочу, и ограничения еще и в финансах. Получается, на человеке может быть негатив, потому что все как будто бы перекрыто. Да? Давайте посмотрим. Есть... Так, у меня карты упали. Давайте посмотрим, что за карты. Вот мы как раз же задавали вопрос, есть ли на нем негатив. Да? И упали карты. Королева кубков упала и как раз 8 мечей. Это уже в плане вопроса о негативе говорит о перекрытии какой-то женщины его. То есть какая-то женщина пытается этого человека связать по рукам и ногам, понимаете? И сначала карты об этом как бы сигнализировали, но мы не совсем сразу же обратили внимание, и они заострили наше внимание, что какая-то женщина промышляет, по сути, против загадного человека и связывает его, да? Хорошо, давайте посмотрим, есть ли действительно как бы препятствия для ваших отношений. То есть, что мешает вам быть вместе? Вот видите, сразу же, да, 9 мечей выпала. Человек страдает, человек измучен страхами, он сам не понимает, что ему мешает, потому что внутри у него комок боли, комок черных мыслей, и он совершенно не верит вообще, в принципе, в свое жизненное счастье и в то, что он может быть вместе с любимым человеком. То есть до такой степени доходит, что он даже не спит по ночам, страдает, мучается, и перед вами у него есть чувство вины. Да, это первое препятствие, что он сам в себе замкнулся и сам в себя не верит. Дальше мы видим суд, который говорит о том, что человек может как будто бы представать перед Верховным судом, да, как я предстану перед Богом, он мысленно это представляет, как меня будут судить за мои какие-то проступки, за мои какие-то грехи. Дальше мы видим паж жезлов. Причина еще есть в ребенке. То есть, возможно, у этого человека не с вами, а с кем-то еще есть ребенок. И из-за этого ребенка идет проблема. То есть он испытывает вину не только перед вами, а еще перед ребенком. Если у вас общий ребенок, да, то, естественно, идет момент такой, да, что человек считает, он недостоин этого ребенка. Он считает, что он недостоин быть ни отцом, там, если вы вдруг женщину загадали, даже матерью. То есть идет комплекс, идет страх, идет затык такой внутренний. Я ничтожество. Я просто хуже некуда человек, понимаете? То есть это вот самое главное. А еще эти карты, они сразу же говорят, что у человека слишком мало энергии, что у него внутри куча блоков, он перекрыт весь, на нем негатив. Давайте еще раз диагностика негатива. Что карты выдадут? Колесница, кто-то на расстоянии находится, да? Отшельник, да? Одинокий кто-то. Или кто-то, кто связан с одиноким кем-то, да, кто работает. Паж жезлов, опять же. Угу. Интересно. Так, разговоры идут какие-то, да? И дальше 7 жезлов. То есть тот, кто это делает, находится на расстоянии, считает себя в чем-то как одиночка, или это планы, не разглашающиеся никому, да? Но ходит кому-то, с кем это делает. И об этом только и ведется беседа. И также это все тщательно скрывается за стеной из жезлов, да, и также я борюсь за свое счастье, за себя. То есть человек считает, женщина, скорее всего, да, считает, что этот тот, кого вы загадали, принадлежит ей. Вот, но она находится на расстоянии от вас. Дальше, значит, если вы загадали, мужчина загадал женщину, то тут может быть такое, что кто-то из ее родственников, ну, мать, например, там, бабушка, кто-то считает, что она должна быть со своим ребенком. Чужой, допустим, если вы не отец ребенка, человек не может воспитывать ребенка и защищает его.
да, и пытается магически влиять. И также может быть еще, что если это ваш ребенок, то они считают, вы на него плохо влияете. То есть вас магически пытаются отворачивать. Но чаще всего у нас женщины, конечно, гадают. И я могу тут сказать, что, скорее всего, какая-то женщина вот просто считает, что ее это счастье, а вовсе не ваше, да? Ну, вот так. Хорошо. Сможете ли вы это препятствие, в принципе, устранить и все эти препятствия устранить? Тут у нас вышел туз кубков, который говорит о том, что, да, будет прорыв. Вот как будто, знаете, вот нарыв был, да, такой вот, да, и надо его прорвать. Вот такое прям ощущение всегда. По этой карте, то есть будет как бы взрыв эмоций сначала. И девятка жезлов, она говорит о том, что нужно бороться до конца, чтобы отстоять отношения. Вот. Четверка кубков показывает, здесь нужно игнорировать негативные мысли, негативное мышление. То есть вы о человеке имеете нехорошие мысли, и вы в нем разочарованы. Логически это усугубляет ситуацию. Если вы вдруг любите человека и действительно мечтаете с ним быть, вам нужно убирать это разочарование и больше откровенности, больше любви, да, к нему проявлять. И он в ответ его как будто прорвет, вот понимаете? Он как бы может даже высказать все, что внутри накопилось. Королева жезлов показывает, что эта женщина так просто никуда не уйдет, не сдастся, да? Она здесь, она остается. Восьмерка пентаклей. Она будет стараться работать над этим. То есть вы ее не за 5 минут уберете тут с пути. Король жезлов. Ну, король жезлов, это, возможно, этот человек, да? В руки карты не поместились. Возможно, это и есть этот человек, то есть мужчина. И получается так, что вот он в итоге примет свое волевое решение. То есть раньше он не мог быть волевым совершенно, потому что его полностью там как-то перекрыли, там закрыли, да. Вот. Ну, давайте итог посмотрим, восстановятся ли полностью отношения. Ну, здесь у нас, значит, тройка мечей сначала идет, все идет через обиду. То есть сначала перед этим еще будете там немножечко с ним сталкиваться, да, его холодность, король мечей выпал. И, может быть, высказано будет что-то и не очень приятное. Дальше мы видим короля кубков. Человек сменит гнев на милость. Вот даже не гнев, а холод на тепло, да. То есть вам придется пройти еще испытание, прежде чем вы будете вместе с этим человеком. А еще, судя по 2 королям, вам судьба предложит варианты. Ну, то есть, а хочешь ли ты быть с таким, да? Может быть, лучше сразу же сменить. То есть, вот опять же, 2 фигуры королей, они всегда об этом говорят. Но это решать только вам. И да, действительно, человек по этим картам может сначала проявить холодность, вы можете на него обижаться, а потом стать более теплым, более любвеобильным, так скажем. Ну, такой ответ вам дали сегодня карты. По отношениям всегда разговаривать сложно, потому что многие обижаются, да, там что-то говоришь, воспринимают по-своему, переживают, психуют там, да. Пишут потом комментарии там свои уже какие-то. Ну, я считаю, что лучше говорить правду и как есть. Пишите, насколько резонирует с вами ситуация и помогла ли вам эта консультация. Всем пока и до новых встреч.